Дождевые паводки для Верхоянского улуса явление далеко не новое, но даже старожилы не припомнят, чтобы оно достигало таких масштабов. Уже потоплено несколько сел и город Верхоянск. Вода подходит к поселку Батагай. Для того, чтобы защитить административный центр от паводка, возводится и укрепляется дамба. На работу выходит, что называется, всем миром, вооружившись лопатами и мешками. Возникновение дождевых паводков в Верхоянском улусе обусловлено в первую очередь его географическим положением. Климат тут весьма зависим от циклонов и климатических фронтов, проходящих с севера за счет отсутствия естественных природных барьеров, от ветров Северного Ледовитого океана. Именно большой циклон и принес проливные дожди. Прошел циклон в верховьях реки Дулгалах, Сартанг, в верховьях реки Адыча. Прошли существенные осадки, которые сформировали этот дождевой паводок. И получилось так, что наслоение друг на друга. То есть две речки Дулгалах и Сартанг, которые там нам дают реку Яна, они тоже слились вместе, эти два дождевых паводка, и создали такой большой подъем. И плюс еще река Адыча тоже в среднем течении реки Яны тоже дала существенные подъемы. Большой такой дождевой паводок, он отмечался у них в июне 2004 года. Да, и тогда уровень у города Верхоянска был еще немного выше, сантиметров на 40 выше, чем сейчас. Синоптики за двое суток до прихода циклона объявили о его приближении. В районе было объявлено штормовое предупреждение. Жители деревень и поселков вышли на строительство укрепительных и защитных сооружений, отогнали скот на возвышенности, оборудовали эвакопункты. В район переброшена большая группировка спасателей, но никто не мог представить, что масштабы паводка будут настолько огромные. Очень страшно видеть такую картину, когда рядом с домом проплывают различные лодки, моторки. Для всех нас это большой удар, большой урон наносен жителям, особенно квартиры, дома затоплены, некоторые вплоть до окон. И требуются очень большие силы для восстановления. Мы надеемся, что восстановительные работы будут проведены. И у нас вообще хотелось бы, чтобы были волонтеры, добровольцы, стройотряды. Да, вода же спадет через неделю, например. Да, нам говорят, что еще вода прибывает. И строительных материалов, строительных работ, восстановительных работ в нашем населении будет очень много. И зимовка скота будет очень сложная. Все наши сенокосные угодья полностью затопило. И не знаем, как нам дальше быть. Без помощи нашего правительства нам не пережить эту зиму. Верхоянский улус – сельскохозяйственный район. Население занимается табунным коневодством и разведением крупнорогатого скота. Пришедший паводок затопил сельхозугодья практически на 100%. Люди не успели заготовить корма на зиму и с уходом воды вряд ли уже успеют. Это очень опасно для зимовки скота. Мы только начали заготовку сена, то есть сенокосные компании. Сейчас люди обращаются, как быть им, которые начали сено косить. И вот летники ихние, дачи, стойбища ушли под воду полностью. И вот все угодья сенокосные, пастбища заилены. Это чревато тем, что могут быть эпидемия животным. Это грязная трава будет, если даже мы заготовим, да, и вода не скоро сойдет, это время мы потеряем. Помощь в сенозаготовке и спасении скота – один из главных вопросов, с которым жители Улуса обращались к главе республики, который прилетел в затопленные населенные пункты. Помощь со стороны Министерства сельского хозяйства Якутии тоже будет оказана и предприятиям, и личным подсобным хозяйствам для того, чтобы максимально помочь людям войти в зиму. Большая работа будет у нас проведена также по восстановлению дорог, по восстановлению социальных учреждений. Много работы ждет и коммунальщиков, потому что пострадали десятки километров теплотрасс, утепление их практически уничтожено. Но еще раз хочу подчеркнуть, что люди настроены работать, и мы обязательно с поставленными задачами справимся. Дополнительные сложности в работе по эвакуации и доставке грузов придает транспортная доступность в районе. Вопросы решаются с помощью авиации, потому что на снега
которые были затоплены и от которых вот сегодня вода ушла, они находятся ну, в приличном расстоянии. Поэтому без авиации, работы вертолетов мы как без рук. Поэтому, конечно же, тут очень важен планирование полетов, ну и очень быстро принятие решений на полеты. Село Бурунок – один из наиболее пострадавших населенных пунктов в Верхоянском улусе. Несмотря на то, что от административного центра его отделяет всего 70 километров, доставить сюда воду, хлеб и другие необходимые товары можно только на вертолете. Вертолетная техника в районе работает, что называется, от зари до зари. В потопленные районы вертолеты доставляют хлеб, питьевую воду, лекарства и другие необходимые вещи. Обратно же винтокрылые машины уходят с эвакуированными детьми, пожилыми людьми и маломобильными гражданами. Кроме уже работающих в районе вертолетов, было принято решение о передислокации в Верхоянье для проведения аварийно-спасательных работ вертолета Ми-26 МЧС из Красноярского края. Спасатели и группировка МЧС первыми прибыли в зону подтопления и пробудут там до завершения всех спасательных и восстановительных работ. Ситуация, конечно, была прогнозируемая, но тем не менее стихия есть стихия. И я хочу отметить, что все органы управления, как на уровне Республики Саха-Якутия и на уровне муниципального образования, достаточно оперативно отреагировали. Да, есть последствия, они серьезные. У нас в городе Якутске на случай ухудшения обстановки находится аэромобильная группировка, которая будет доставлена сюда по необходимости, либо уже в период аварийно-восстановительных работ для оказания помощи, для разбора завалов, для оказания помощи гражданам по проведению восстановительных работ на территории Верхоянского района. Как только из подтопленных районов уходит вода, туда направляется межведомственная комиссия, которая должна оценить нанесенный ущерб, после чего жителям будет выплачена компенсация и оказана помощь. Но для этого предстоит заполнить все необходимые документы. Причем сделать это надо максимально быстро, чтобы успеть восстановить хозяйство до морозов, а они в Арктике наступают уже в сентябре. Ситуация осложняется тем, что здесь, в арктических районах, конечно же, практически интернет работает крайне слабо, и вот загрузить любой документ для даже один лист бумаги, это всегда очень такое, знаете, непростое испытание для человека. А здесь надо будет работать с большими массивами документов, ну и мы приняли решение, что сюда будут дополнительно люди из Якутска командированы, для того, чтобы помочь людям правильно составить документы, ну и правильно здесь их уже принимать, минуя портал услуг напрямую через многофункциональные центры. Ну и главная задача, которую я поставил перед правительством, перед территориальными органами федеральной власти, работающими на территории республики, муниципалитетами, учреждениями, это то, что мы должны каждому человеку, которому нужна помощь, ее оказать. Якутия готова поддержать и оказать помощь пострадавшему району. Волонтеры уже начали сбор гуманитарной помощи и вещей для жителей Верхоянья. Стройотряды готовы выехать в районы для оказания помощи в восстановлении. Всей республикой поможем верхоянцам достойно встретить арктическую зиму. В Верхоянье живут очень мужественные люди, так? И, соответственно, конечно же, беда к ним пришла, они ее встречают достойно, паники никакой нет. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Верхоянский улус.